Здравствуйте, дорогие друзья! Вот сегодня 22 марта, весна, март уже к концу подходит. Сейчас около 7 часов утра. Итак, мы на гранте, я еду в Якутск. Посмотрим, там проведем небольшой эксперимент. Я под завязку полностью заправил бак и взял, там где-то 7-8 литров на всякий случай в канистре бензин. И посмотрим, насколько хватит одного бака, 50 литров. Вот. Сегодня у нас распогодилось, и температура в 6 утра было 38 градусов. Ну а сейчас где-то 36, так примерно. Ну ничего, днем станет теплее. Так что у меня есть попутчики. Сейчас я их заберу и в путь. Как говорится, с Богом. Поехали. Ну вот, дорогие друзья, я забрал попутчиков своих, съездил в соседнее село Кюкей. Так что 20 километров я уже накатал. Вот. Ну и теперь выехали на трассу и поехали. Итак, первые полчаса, и мы подъехали к речке Батомою. Это граница Сунтарского. Наш район кончается, вот начинается Нюрбинский район. И здесь мы, как водится, опять подкормим духов, положим оладьи. Вот мы здесь положили. Вот. И там тоже оладьи, и там тоже вот Петр Степанович положил. Здесь вот мост через Батомою речку построен, асфальтированная дорога. И вот нас встречает Нюрбинский улус. Вот. Аншлаг. И мы еще проедем Нюрбинский улус, потом Верхневилюйский улус, затем Вилюйский улус, потом еще Горный улус и, наконец, район города Якутска. Итак, проехали 90 километров. Город Нюрба. Едем по объездной трассе. Но плюс еще 20 километров я сгонял в соседнее село за попутчиками. Так что итого проехали 110 километров первые. Указатель уровня топлива показывает полный бак. Там 8 делений. Пока ни одного деления не убавилось. Цена деления в среднем 6,5 литров. Вот Нюрбинская заправка. Нам она пока ни к чему. Ну вот, подъезжаем к реке Марха. Здесь подъезд. Тут построен такой очень хороший мост. И подъезды к нему асфальтированы. Вот сейчас будем проезжать над рекой Марха. Эта река хоть и маленькая, но судоходная. Здесь есть поселок, вот Джархан называется. Ну вот мост. Мы заезжаем на мост. Вот такой шикарный мост здесь построен. Вот видно реку тоже. Покажи, Петр Степанович. Скоро у нас построят два моста. Один под Нюрбой, за Нюрбой, и один у Верхневилюйска. И тогда мы будем беспрепятственно, свободно ездить в любое время года. Без паромов, без ничего. Вот. Подъезжаем к речке Тюкен. Здесь
построили еще один мост. Вот подъезды к нему асфальтированы. Вот он мост. Раньше здесь стояли понтоны. Вон они сейчас на приколе стоят. Вот она речка. Так мы едем. Вот ровно 3 часа проехали. В 7:35 выехали. Сейчас 10:36. Мы проехали Верхневилюйск. И это значит проехали путь длиной 235 примерно километров. 11:35, ровно 4 часа мы приехали в город Вилюйск. На правом берегу реки Вилюй. Это старинный город с очень интересной историей. Его основали казаки в начале 17 века. Вначале он назывался Оленск, но потом стали называть Вилюйск. Здесь жили замечательные люди. Сюда ссылали революционеров, бунтарей, неугодных царю людей. И вот большинство из них были люди образованные. И они здесь вели исследовательскую, научную деятельность, писали книги. Ну вот такие, как революционер-демократ Чернышевский, потом писатель Короленко. Здесь же жили и работали Вацлав Серошевский, который написал книгу «Якуты». Затем Ричард Мак, который описал с научной точки зрения весь бассейн реки Вилюй. Но также здесь жил и работал лингвист Пекарский. А здесь в старину, в царское время, люди болели проказой, и здесь был лейпрозорий. И вот в этом лейпрозории в свое время работала англичанка, медсестра Кэт Марстен. Она совершенно добровольно ухаживала за больными проказой. Но вылечить, наверное, их она, конечно, не могла, потому что это, наверное, была и неизлечимая болезнь. Но вот облегчить страдания, вот она здесь очень долго работала. И является здесь знаменитой личностью тоже. Вот такой этот знаменитый город Вилюйск. Ну, сам по себе он с виду вроде такой неказистый, но ведь не место красит человека, а человек место. Так, мы выехали из города Вилюйск. Расстояние до Якутска 570, но какой-то шутник тут добавил единичку. Но это неправда. Остается 500 с небольшим километров. Вот так. Датчик уровня топлива показывает 3 деления. Ну, где-то в среднем по 6,5, где-то 18-20 литров еще есть. Итак, дорогие друзья, мы едем уже ровно 10 часов почти. Сейчас 17:32. Датчик уровня топлива у меня показывает 2 деления, но иногда показывает 1 деление, и загорается лампочка сигнала недостаточно топлива в баке. Значит,
остается в баке где-то, может быть, 6-7 литров. Конечно, при желании можно было бы еще проехать. Мы проехали уже, вот, загорелась лампочка, смотрите. Ага. Можно проехать еще, ну, если не сотню, то 50-60 километров. Но, видите, после обеда идет снег, и за каждой машиной вот такой шлейф, вроде тумана. Видите, да, даже за легковой машиной. Поэтому, тем более за грузовиком, тут вообще стена. Поэтому благоразумно эксперимент прекращаем. Сейчас мы доедем до райцентра Горного Улуса в Бердигостях и там заправимся. Несмотря на то, что мы можем еще проехать достаточно много. До Якутска осталось 180 километров. Это практически сколько? Ну, где-то литров 7-6. Наверное, можно было бы доехать, но не будем рисковать. Если мотор заглохнет на трассе, то при такой видимости скоро уже сумерки. Тем более вот такой шлейф снега стоит. Это крайне опасно. Поэтому мы не будем рисковать. Сейчас доедем до заправки, уже близко. Заправимся и спокойно поедем. Но можно считать, что эксперимент почти завершился. Ну, может быть, как говорится, отсутствие полного результата тоже какой-то результат. Ну вот мы приехали в Бердигостях, здесь заправились. То литр бензина 92-го здесь стоит 54,50. Вот за 20 литров с меня взяли 1090 рублей. Полностью вырабатывать из бака бензин не стал, чтобы исключить вероятность это видимость очень плохая. Чтоб не произошло ДТП, тут на обочине останавливаться крайне опасно на трассе. Поэтому решил эксперимент прекратить и ехать дальше. Заправились. Теперь до Якутска осталось 180 километров. Тут полностью асфальтировано. Но там два очень коротеньких участка только не асфальтированы. Ну и так, последний, так скажем, скоростной участок. Ну вот, друзья, чуть меньше 13 часов, и мы прибываем в город Якутск, столица республики Саха. Вчера вечером я приехал в Якутск. Здесь моя машина вот переночевала во дворе. Вот она стоит. Ночью была температура 35 градусов мороза. Ну а сейчас где-то 16-17. Пробуем ее завести. Как это получится. Ну вот обычно, когда машина в гараже стоит, там холодно же, не отапливается мой гараж. Дверь открывается с трудом. Но сейчас она более-менее легко открылась. Так, посмотрим, какая температура двигателя. Минус 20 градусов. До обеда я заходил, здесь было минус 24. О! Завелась.
сравнительно легко, недолго крутила, но секунды 3, наверное. Ну вот, хорошо. А теперь дадим ей прогреться. Порядок. Ну вот, пока двигатель греется, я сходил, сбегал на 8-й этаж за вещами. Посмотрим, нет ли где потеков каких. Не видно. Никаких потеков не видно. Доброе утро, дорогие друзья! Вот и закончилось мое пребывание в Якутске. Неделю здесь я провел. Вот сейчас отправляюсь домой. Сейчас я нахожусь на заправке. Ну вот, вчера вечером я приехал из Якутска. Там провел неделю. Приехал без особых проблем. Единственное, что было, это там где-то посередине пути, всего расстояние 880 километров. И посередине пути, где-то в районе Вилюйска и ближе немного, была сильная оттепель вчера. Ну вот, дорогу развезло, было скользко, но грязь, лужи были. Вот. Поэтому пришлось ехать несколько в замедленном темпе, там скользко было и так далее. Ну а потом ближе к нам от Нюрбы до Кутаны, там уже почти оттепели не было. Так что на расстоянии 880 километров я вчера потратил ровно 13 часов. Вот. Когда я ехал в Якутск, я провел эксперимент. Каков же запас хода Гранты на одном баке. Но получилось так, что до Бердикостяха, до Горного Улуса я доехал, до центра Горного Улуса. Это ровно 700 километров. Но при этом там неделю назад пошел сильный снег. Но пришлось эксперимент прекратить, потому что стало опасно. А у меня в баке еще оставалось одно деление. Это где-то 6,5 литров. Но по паспорту на 100 километров расход 5,2. Но поскольку были некоторые факторы, встречный ветер, полная загрузка от автомобиля и там грунтовые дороги в некоторых местах. И иногда на асфальте приходилось давать газу 110 так. Но иногда даже до 120 нагонял. И все это, конечно, ведет к перерасходу топлива. И при всем этом получилось, что запас хода автомобиля Лада Гранта, это, по моим подсчетам, получилось 800 километров. Вот, так что информация к размышлению. Ну и думайте, какая машина еще столько пути проедет на одном баке. Практически без заправки доехал до Якутска. Ну, почти что. Вот. Вот такой эксперимент. Но я думаю, эксперимент удался. Когда я был в Якутске, я заехал на станцию замены масла в двигателе. Потому что нулевое ТО до 3000 пробега я уже проехал. А до первого ТО где-то 13-14 тысяч пробега я еще, как говорится, не доехал. Но я решил заменить масло. И вот там, на станции, все очень современно. Машину подняли на подъемнике. Но я заодно проверил люфты колес. Все очень крепко, хорошо сидит. Масло мне там очень быстро заменили. Я залил туда Shell Helix 5V30. Заменили фильтр мне масляный. Там продули, что-то сделали. И на все про все я заплатил 2000, там где-то с лишним немного. Вот. Ну, видимо, только за масло и за фильтр.
Вот, и пока ждал, там стоит автомат кофе. И вот я себе налил кофе капучино и впервые в жизни попробовал с автомата горячий кофе. Очень вкусно, кстати, и очень хорошо. Вот. Ну вот, а так автомобиль ни единого нарекания. Больше 2000 километров туда-обратно съездил. Все нормально. Все, что нужно было мне там сделать, сделал. Куда надо, сходил. Что нужно, купил там. Немного затарился в оптовой базе. Вот. Ну, все очень хорошо. Так что зимник, дорога у нас закрывается где-то 15-16 апреля. Ну, сегодня 31 марта, завтра уже апрель. Вот весна идет. Видите, как весна моет нас снежком. Вот так вот.